Всем привет! Тема сегодняшнего урока – схема аффиксов, полный обзор. В 16 уроке схема аффиксов мы рассмотрели три группы аффиксов, начинающихся на буквы Б, П, М, Д, Т, Л, Д, Т, Н. Из третьей группы Д, Т, Н мы изучили все случаи употребления. Окончание местного, исходного, родительного, винительного падежей, а также притяжательные окончания второй формы. В первой группе Б, П, М мы прошли все случаи, кроме одного. Напомню еще раз. Отрицательные суффиксы, вопросительные частицы, окончание творительного падежа, личные окончания первого лица единственного и множественного числа. Сегодня мы рассмотрим последний случай использования аффиксов данной группы. Суффиксы будущего времени намерения. Бак, бег, пак, пек, мак, мек. Будущее время намерения выражает действие, обозначающее намерение что-либо сделать. Данное время образуется с помощью суффиксов бак, бег, пак, пек, мак, мек. Если вы научились правильно добавлять глаголам отрицательные суффиксы ба, бе, па, пе, ма, ме, то использовать суффиксы будущего времени намерения вам не составит труда. Правила присоединения идентичны. После сонорных букв м, н, н и звонких ж, з следует бак, бег. После глухих согласных пак, пек, а в остальных случаях мак, мек. После суффиксов времени следуют личные окончания первого типа. Так как все суффиксы заканчиваются на глухие согласные к или к, то после них добавляются глухие личные окончания. В первом лице единственного числа пен, пен, а множественного числа пез, пез. Рассмотрим примеры. Мен жаз бакпен. Я собираюсь написать. Слово жаз заканчивается на звонкую букву з. Гласная в слове твердая буква А, поэтому добавляем твердый звонкий суффикс бак. Біз қазақ тіліне көп дайындалмақпыз. Мы к казахскому языку собираемся много готовиться. Слово дайындал заканчивается на сонорную букву Л. Гласная в последнем слоге твердая буква А, поэтому добавляем твердый сонорный суффикс мак. Сен айтпақсың. Ты собираешься сказать. Слово айт заканчивается на глухую т, гласная в слове твердая а, поэтому добавляем твердый глухой суффикс пак. Сіз демалмақсыз. Вы намерены отдыхать. Слово демал заканчивается на сонорную л. Гласная в последнем слоге твердая а, поэтому добавляем твердый сонорный суффикс мак. Сендер теледидар көрмексіңдер. Вы телевизор смотреть намерены. Обращение к друзьям и сверстникам. Слово көр заканчивается на сонорную р. Гласная в слове мягкая поэтому добавляем мягкий сонорный суффикс мек. Сіздер қаланы көрмексіздер ме? Вы город смотреть собираетесь? Слово көр заканчивается на сонорную р. Гласная в слове мягкая поэтому добавляем мягкий сонорный суффикс мек. Ол сөйлемек. Он собирается говорить.
Слово «сойле» заканчивается на мягкую гласную «е», поэтому добавляем мягкий сонорный суффикс «мек». Олар маған кітабын көрсетпек. Они мне книгу показать собираются. Слово «көрсет» заканчивается на глухую «т». Гласное в последнем слоге мягкое «е», поэтому добавляем мягкий глухой суффикс «пек». С глаголами «оку», «есту», «ринжу», «даму» и так далее следуют дополнительные или в зависимости от твердости или мягкости слова. Например, «окымак» – он собирается учиться, «танымак» – он собирается познать. Помимо суффиксов «бак», «бек», «пак», «пек», «мак», «мек» могут также присоединяться суффиксы «ш», «ше» для того, чтобы подчеркнуть необходимость действия, так как суффиксы «ш», «ше» заканчиваются на гласную, то после них в первом лице будут следовать личные окончания «мен», «мен», «мез», «мез». Например, «Сен қашан орыс тілінен емтихан тапсырмақшысың?» Ты когда должен сдавать экзамен по русскому языку? Отрицательная форма образуется при помощи отрицания «емес». При этом суффиксы добавляются к основному глаголу, а личные окончания первого типа к отрицанию «емес». Так как «емес» заканчивается на глухую согласную, то добавляются личные окончания в первом лице. Пен, пен – единственное число, и пез, пез – множественное число. Рассмотрим пример. Биыл сіз ауылда болмақ емессіз. В этом году вы в ауле быть не собираетесь. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и увидимся в одном из следующих уроков.